день! Это программа «Сокровища нации» и я, ее ведущая Рухайт Дасхоева. Сегодня мы продолжим искать сокровища своего народа. В горной Ингушетии, в глубине Асинского ущелья, бывшего некогда центром расселения ингушей, между аулами Хайрах и Пуй стоит памятник старинных христианский храм Тхабы-Ярды. Именно он станет объектом пристального внимания. Готовы? Тогда поехали! В предвкушении увидеть одно из зрелищ архитектурного мастерства VIII века нашей съемочной группе понадобилось дюжина сил, чтобы преодолеть этот путь, но оно того стоило. Мы уже почти у цели, осталось еще немного, уже виднеется купол самого храма. Сокровищем, а именно жемчужиной заповедного Джайрахского района Ингушетии, по праву можно считать древний христианский храм Тхабы-Ярды. Эта церковь стоит на правом притоке реки Асы, недалеко от границы с Грузией. Сколько столетий она здесь стоит, до сих пор загадка. Ученые начали проявлять активный интерес к необычной постройке еще в конце XVIII века, но до сих пор так и не смогли прийти к единому мнению. Начиная с момента первичного его изучения, в XVIII веке, в 1781 году впервые этот храм посетил Штедер, и с тех пор этот объект вызывает пристальный интерес исключительно всех, кто в какой-то мере знакомится с этим памятником. И тут же вопрос всплыл, связан с датировкой. И с тех пор по сегодняшнее время идут жаркие дискуссии, споры, когда же построен храм Тхабы-Ярды. Вот он, древний храм Тхабы-Ярды. Давайте заглянем и посмотрим его изнутри. Еще в 1811 году храм Тхабы-Ярды впервые посетил геолог Энгельгард, который сделал съемки плана и зарисовки данной постройки. По одной версии церковь возникла в 8-9 веках. 9 век, это датировку предложил известный крупнейший грузинский специалист, архитектор, искусствовед Георгий Чубинашвили. И на этом эта дата сегодня закрепилась на этом памятнике, и такая дата существует в официальной учетной документации этого памятника. И это дает основание считать его одним из древнейших христианских храмов на территории современной России. Сегодня, как уникальный памятник, храм находится на государственном учете федерального значения. Существует несколько гипотез относительно того, что же означает само название культового сооружения. Есть самая распространенная гипотеза Тхабы-Ярды как храм 2000 святых. То есть Обе 2000 и Ярд святой. Но эта версия тоже как бы обсуждается, дискутируется. Очень многие ученые считают, что эта версия не окончательная, что вряд ли такую этимологию, такую семантику можно раскрывать в этом слове. А вот еще одна версия, по звучанию близкая к ингушскому происхождению. Переводится он Тхабы-Ярды. Это и есть наша вера. Дословный перевод, насколько я понимаю ингушский язык. В нем когда-то собирался Мехкел, совет страны, на котором старейшины устанавливали порядок землевладения, согласовывали нормы поведения, меры наказания, вопросы торговли. Кроме того, в храме созывали общенародные сходы и готовились к военным походам. В центральной части древнего храма расположена алтарная чаша. В ней когда-то в прошлом прихожане приходили сюда и проводили церемонию крещения своих детей.
Сама планировка церкви очень проста, что уже говорит о ее древности. Здание венчает двухскатная кровля. Великолепие храму придают многочисленные рельефы и резные детали. Первые археологические раскопки и последующая реставрация храма проводилась в 1969-71 годах. Многие артефакты и научные работы сейчас находятся в музеях разных суверенных государств, что осложняет работу исследователей. Найденные в 2005 году во время изучения храма Тхабаерды в окрестности были обнаружены вот эти фрагменты черепицы. В подтверждение того, что это был храм христианский, говорит вот этот фрагмент, на котором изображен крест. Может быть, это перекрытие какое-то было, ну вот, скорее всего, это черепица была. И вот второй фрагмент тоже с надписями, тоже, скорее всего, может быть на грузинском, может быть, это был древнеингушский какой-то письменность, надписи. И все же совместная работа продолжается. Храм открыл далеко не все свои тайны, и это лучшая приманка для пытливых ученых. В 1970 году 5 барельефных камней ингушского храма Тхабаерды были вывезены в Грузию для тщательного исследования грузинскими специалистами. Долгих 40 лет они находились в Телавском музее Грузии. Сегодня они привезены на историческую родину и хранятся в Ингушском музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Каждый желающий может прикоснуться к частице истории древней эпохи. В самой Грузии существует народное предание, согласно которому Тхабаерды был возведен при личном участии царицы Тамары в XII-XIII века. На фоне предположения о возникновении храма в более ранний период, в 8-9 века, ученые не находят археологического подтверждения грузинского поверья. Однако кое-что в архитектуре горного храма отвечает народному преданию. Это карнизы с классическим грузинским S-образным орнаментом. Исследователи относят их к XII-XIII векам. Очевидно, Тхабаерды реконструировался и этот период, эпоху очередного расцвета государства Грузии. История вот такова, что строить его инициативу проявила царица Тамара. Это Иберийское царство. Она являлась автором открытия первого шелкового пути на территорию Ингушетии. И она была инициатором проявление интереса у нее заключалось в том, что она была инициатором принятия христианства нами, именно жителями Ингушетии. Значит, она, это где-то идет конец XII века, значит, такая рабочая процедура была, она прислала сюда большое количество строителей из Хевсур, наших братьев по территории, граничащих с нами. Взамен она отсюда такое же количество взяла местных жителей, чтобы они там помогли Хевсурам строить башни наши, те башни, которые у нас здесь. В одном из преданий говорится о том, что при постройке этого храма непосредственное участие принимала грузинская царица Тамара. Отрадно, что мои предки принимали также активное участие при возведении столь значимого храма. На западном фасаде храма композиция с двумя персонажами. Слева Иисус Христос. Справа человек с крестом и мечом. Очевидно, некий местный князь, заказчик храма. Еще одна плита западного фасада слева от Христа. Долгое время считалась утерянной, но несколько лет назад ее нашли в одном из окрестных сел. На ней изображен бородатый мужчина с епитрахилью. По мнению специалистов, надпись на плите состоит из букв грузинского церковного письма о Самтавруле и означает «епископ Георгий». Ученые относят надпись к рубежу X-XI веков. Последняя масштабная реконструкция Тхабаерды прошла, по мнению исследователей, в XV веке и провели ее ингушские мастера. Очевидно, к этому моменту храм был разрушен, найденные в завалах каменные блоки строителей порой ставили совершенно случайные места. Поэтому теперь плиты, которые некогда составляли единую композицию, могут оказаться в разных стенах. Вот эти вот изменения, которые внесли, безусловно, существенную такую вот перепланировку храма, изменение его общего вида, это говорит о том, что местное население, касательно Тхабаерды, что местное население пыталось сохранить этот храм, пыталось обновлять его, в общем, так как христианство тогда пустило глубокие корни.
Архитектурная композиция, орнаментальные и фигурные украшения указывают на высокую художественную ценность сооружения. Если внимательно присмотреться, над входным проемом храма можно увидеть фигуры животных, а также людей. На одной из каменных плит изображен стрелок из лука, на плите другого фасада – животное – лань или олень. Раньше эти два изображения составляли единую композицию. Возможно, это был сюжет о великомученике Евстафии Плакиде. Этот святой принял христианство после того, как во время охоты на оленя образ распятого Христа явился ему между двух оленьих рогов со словами: «Плацит, зачем преследуешь ты меня, желающего твоего спасения?» Странное изображение на одной из плит – два животных, обращенных друг к другу мордами. Правое, предположительно, кот или лев. Левое – крылатое животное с головой собаки. Исследователи такое существо идентифицируют как сенмурва. Это фантастический зверь иранского культурного мира. Каким образом это изображение появилось в рельефе христианского храма и каково его значение – вопрос на сегодняшний день открытым. Бюст человека на одной из плит, предположительно изображение апостола. По мнению специалистов, помещать таких апостолов по периметру храма – армянская архитектурная традиция еще 8 века. По преданиям самих хевсур, они описывают, когда, говорят, мы закончили строить этот храм, к нам подошли местные старейшины, поблагодарили нас за то, что мы сделали такой шикарный храм, сказали, что мы сохраним этот ваш подарок, нам сохраним на все оставшееся время, на всю оставшуюся эпоху, но молиться здесь мы не можем, потому что мы уже магометане. Это примерно датируется конец 12 века. Так или иначе, Тхабаерды лучше один раз увидеть, чем издалека разглядывать его загадки. Многочисленные узоры и барельефы на внешних стенах можно долго разглядывать, угадывая символы на истертых временем, ветрами и дождем камнях. Вокруг, в абсолютно ненарушаемой ни единым звуком тишине, стоят и охраняют архитектурное сокровище, горы и вековые башни. Располагаясь на пересечении нескольких горных ущелий, образуемых притоками реки Асы, храм хорошо просматривается со всех сторон и доминирует над окружающим пространством. XX век принес Тхабаерды и временное забвение, но сегодня интерес ученых к памятнику зодчества снова возрос. Уже 8 апреля 2013 году впервые в современной истории Ингушетии в древнем культовом сооружении Тхабаерды состоялось архиерейское богослужение, в котором наряду с другими паломниками принимала участие сама великая княгиня Мария Владимировна. Молебню совершил епископ Махачкалинский и Грозненский Варлам. По словам епархии, в будущем году в этом же месте планируется провести и божественную литургию. Храм планируют заново осветить. Многие верят, что церковь вновь заживет новой жизнью. Вот это погребальное сооружение. Оно находится выше, чуть выше храма Тхабаерды. Возможно, это было захоронение, погребальное сооружение. И вот я вижу, там есть кости. Ежегодно тысячи любителей истории края и туристами со всего мира посещается горная Ингушетия, Джайрахский район. От увиденного здесь они получают невероятную энергию и знания и не остаются равнодушными перед таким загадочным и древним сооружением, считая его поистине сокровищем нации. Супруги Ларкины из Саратова давно мечтали побывать в стране башен и легенд. И сегодня они здесь. Впечатляюще. Заходил вовнутрь, там, несмотря на столько 600 лет, 800, и внутри даже первозданные, вот как даже дерево есть сохраненное, такое вообще идеально. Это, кажется, ну, купель, крест, вот это все это, ну, просто взбудораживает все это. Все мне так это понравилось, столько впечатлений. Мне уж немало лет, но прыгала, скакала, как молодая. До того все красиво. Вот зашли в церковь, нам показали, вот, которая строила Тамара, царица Тамара, вот зашли. И вот как будто куда-то мы к предкам попали. Ну и нам сказали, что такая как бы притча, нужно помолиться, попросить у Бога
Ну вот помолились, попросили. Конечно, внуки у нас вот просили за внуков, попросили, чтобы все было хорошо и мир на земле, чтобы мы все жили, как и прежде, дружно, без всяких войн, чтобы было все хорошо. Природа здесь исключительная, воздух. Немножко прохладно, пришлось утеплиться, а так очень, очень и очень хорошо. Тхаба-Ярды – древний уникальный храм с многовековой историей. Таким было сокровище нации, которое мы отыскали сегодня. Берегите и храните сокровища своего народа. Они всегда где-то рядом. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч и новых сокровищ.